Далее на телеканале «Якутия-24» мы вместе с коллегами расскажем о новостях экономики, чрезвычайных происшествиях и других событиях. И начнем с актуального курса валют. Доллар сегодня на отметке 78 рублей 84 копейки. Евро стоит 85 рублей и 42 копейки. Покупает и продает американскую валюту сегодня выгоднее всех Восточный банк. Покупает за 77 рублей 48 копеек, а продает за 82 рубля и 82 копейки. Цена 1 евро в Якутске сегодня самая приемлемая также у Восточного банка. 83 рубля 53 копейки, а продает европейскую валюту выгоднее всех тот же Восточный банк за 85 рублей и 27 копеек. Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей исключить накопительную часть пенсии из системы обязательного пенсионного страхования и сделать ее добровольной. Отмечается, что в настоящее время страховая пенсия выплачивается из расчета количества индивидуальных пенсионных баллов, стоимости 1 балла, которая устанавливается законодательством и фиксирована части. Накопительная часть пенсии делится на ожидаемый период выплаты. В случае принятия изменений, по мнению специалистов, средний размер выплат по старости значительно не изменится. При этом все граждане будут застрахованы одинаково. А переход на удаленный режим работы не удовлетворил примерно треть россиян, которые в настоящее время уже работают из дома, следует из результатов опроса сервиса HeadHunter. По данным исследования, 44% респондентов пожаловались на неподходящую мебель в квартире. Недовольство удаленной работой по причине слабого компьютера или ноутбука вызвано у 31% опрошенных, а у 23% из-за низкой скорости интернета. Перебои с мобильной связью стали препятствием для работы из дома 8% граждан, перешедших на удаленный режим. Отмечается, что в настоящее время 80% участников опроса выполняют рекомендации работодателя и перешли на удаленный режим. Далее мой коллега Иван Лазаренко представит обзор экономических событий. Несколько минут назад завершился брифинг главы Якутии. На прямой связи с нами находится наш корреспондент Юрий Осипов. Он готов рассказать последние данные, озвученные Айсеном Николаевым. Юра, приветствую. Насколько увеличилось количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Якутии? Здравствуй, Сергей. Как буквально только что стало известно, в республике теперь 10 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Между тем, по сообщению главы региона Айсена Николаева, ситуация в Якутии остается стабильной, так как нет резкого роста заболеваемости. Между тем, особое внимание продолжает уделяться людям в последние 2 недели, прибывшим из-за границы. Для них основное условие – это 2-недельная самоизоляция. У нас сегодня официально в республике уже не 7, а 10 заболевших коронавирусной инфекцией. Это вот та девушка, которая вернулась из Соединенных Штатов Америки, которая самоизолировалась, и об этом мы сообщали. И один работник ЯТЭКа, и один из тех предпринимателей, которые контактировали с руководством ЯТЭКа. Ну, все контакты были своевременно выявлены, все сейчас уже начиная с выходных по ним анализы берутся. Пока анализы в целом отрицательные, но у нас ряд анализов, вот понедельник, вторник и сегодня, которые были отобраны, мы их направили в Новосибирск для перепроверки. Результаты мы ожидаем ближе, наверное, все-таки к завтрашнему вечеру или послезавтра. Глава региона также отметил, что Роспотребнадзором выдано предписание на запрет на деятельность развлекательных игровых центров, а также фудкортов в торговых центрах и рынках. По предписанию главного санитарного врача республики я с сегодняшнего дня ввел запрет на деятельность на территории республики до окончания карантинных мероприятий развлекательных центров для детей, детских комнат отдыха, игровых пунктов общественного питания в торгово-развлекательных центрах, рынках, место скопления людей. Эти все решения направлены именно на то, чтобы предотвратить вот такие большое скопление людей и направлены на защиту жизни и здоровья якутян. В случае необходимости эти меры будут ужесточаться. Также Айсен Николаев напомнил о новом указе, так как новая коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей пожилого возраста.
Для них введен карантин в городском округе город Якутск, а также поселке Жатай. Людям старше 65 лет не рекомендуется находиться на улице. Я подписал указ о том, чтобы для жителей города Якутска, Жатая, населенных пунктов долины Туймада, вот старше 65 лет мы все-таки объявляем карантин, объявляем самоизоляцию. И я очень прошу и родных, и близких этих людей, и самих этих людей самоизолироваться, а родных и близким все-таки помогать людям с доставкой продуктов, лекарств необходимых, каких-либо решения насущных проблем этих людей. Это очень важно, потому что эта болезнь бьет, еще раз говорю, не по детям, не по молодым людям, так, не по среднему возрасту людям, а именно по пожилым людям. В завершение добавлю, что предварительный брифинг оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции состоится в 12:40 дня по якутскому времени. К этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. Будем ждать от тебя новые данные. Я напомню, Юрий Осипов в прямом эфире рассказал о брифинге главы Якутии Эстона Николаева по коронавирусу. Между тем, серьезное внимание уделено и уборке многоквартирных домов. Повсеместно идет дезинфекция внутри подъездов, рассказывает Ульяна Шагина. Каждую ручку, каждую кнопку тщательно. У уборщицы Нелли Жайчивой рабочий день начинается с раннего утра. Она тщательно протирает дверные ручки, кнопки лифта, перила и даже стены. В этом подъезде более 16 этажей, так что работы не впроворот. Работа стала больше, но приходится работать. Раньше 2 часа мыли, да? Сейчас еще 1,5 часа добавилось. Для дверей и стен Нелли использует одно ведро, для мытья полов другое. В каждую емкость водой она добавляет белизну или другое дезинфицирующее средство с высоким содержанием активного хлора. Среди жильцов есть те, кто говорит, что в подъезде слишком сильно пахнет хлоркой, но большая часть все же довольна уборкой. Спасибо, хорошо пахнет, чисто стало, да, говорят. Очень всегда приятно заходишь, всегда и вход убран. Я имею в виду лестница и детская площадка. Вы видите, да? Можете детскую площадку показать. Да, стало гораздо чище. Вижу, тут, видимо, дезинфекцию провели. Тут теперь запах хлорки чувствуется. Лифт стал гораздо более чище. И, видимо, провели действительно серьезную работу. Когда я захожу, когда, вечером, тут хлоркой пахнет. Чувствуется, что дезинфицирует. Для удобства жильцов после каждой такой уборки в обязательном порядке проветривается весь подъезд. Проветриваем как минимум 2 часа, открываем либо крыши, либо чердачные помещения, в зависимости от модификации наших домов. И ежедневно на 2 часа проветривания 2 раза в день. У нас осуществляет либо охранник, либо консьержи. Дезинфекция подъездов заложена в тариф, так что отдельно платить за нее жильцам не придется. Главное, с пониманием относиться к работе уборщиков, которые чаще, чем обычно, стали использовать хлорку для работы. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. В борьбе с распространением коронавирусной инфекции авиакомпания «Якутия» усилила работу по дезинфекции своих воздушных судов. Сюжет Дмитрия Тымырова. Не только влажная уборка, но и дезинфекция всего салона. Теперь все самолеты авиакомпании «Якутия» проходят такую процедуру. Особое внимание, как они отметили, уделяется сиденьям, где непосредственно пассажиры находятся во время всего полета. Такие работы здесь, в аэропорту города Якутска и вообще на главной воздушной гавани региона начались буквально 2 недели тому назад, когда была усилена работа по предотвращению распространения коронавируса. Служба уборки салона самолетов работает буквально 24 часа. На обработку одного только воздушного судна выделяет 6 специалистов, которые принимают самолет, а также готовят его к полету. Мы усилили все этапы подготовки рейса перед вылетом, особенно что касается уборки. Мы проводим дезинфекцию самых таких предметов воздушного судна. Это столики, подлокотники, иллюминаторы,
ремни безопасности. Между тем усилена работа по проверке прибывающих граждан на территории региона. В аэропорту им сразу измеряют температуру. В случае обнаружения каких-либо симптомов ОРВИ непременно нужно уйти в самоизоляцию. Эти работы проводят специалисты Роспотребнадзора. Также на территории аэропорта введен масочный режим абсолютно для всех. В аэропорту Якутск усилен режим уборки, увеличена частота санитарной обработки стоек регистрации, касс, зоны досмотра, офисных помещений, телетрапов. Подрядная организация, занимающаяся уборкой в аэропорту, проводит дезинфицирующую уборку после каждого вылета и прилета. Работники аэропорта Якутск проинформированы о мерах профилактики распространения коронавируса и используют в работе защитные маски и перчатки. Аналогичные меры предусмотрены в аэропортах. Это аэропорт Якутск, аэропорт Мирный и все филиалы ФКП аэропорты Севера. Соответственно, уборка проводится в аэропортах каждые 2 часа. Сотрудники, которые непосредственно контактируют с пассажирами, обеспечены защитными средствами, масками и перчатками. Из-за карантинных мероприятий продолжают закрываться воздушные территории разных стран, что сказывается на международных рейсах. Так, со вчерашнего дня на стоянке аэропорта Якутск вынужденно задержалось воздушное судно авиакомпании «Нордвинд». Борт должен был улететь в Таиланд, но и рейс отменили, и уже вечером судно вернется обратно в Москву. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Работу по профилактике и дезинфекции ведут и в секторе общественного транспорта. Речь прежде всего о маршрутных автобусах. Остались ли еще в запасе у частных перевозчиков дезинфицирующие средства, узнавал наш корреспондент Александр Хавренко. По указанию Роспотребнадзора после каждого рейса, прибыв на конечную остановку, водители проводят мероприятия по дезинфекции. Протирают поручни, стекла, валидаторы. Вечером, после окончания работы, в гараже каждый водитель проводит влажную уборку с дезинфицирующими средствами. На сегодняшний день масками у нас обеспечены водители на 60%. Все вы знаете прекрасно, что в городе масок не хватает. Но на сегодня появились те, кто шьют маски. Директорами приобретается, обеспечивается. Стараемся обеспечить наших водителей. Химии у нас хватит, по нашим подсчетам, до середины апреля. На каких-то маршрутах до конца апреля, в принципе, у нас химии хватит. Еженедельно проводятся планерные совещания с участием всех директоров маршрутных автобусов. В каждой бригаде назначается ответственный, который следит за выполнением требований по уборке и дезинфекции. Кроме того, выездные проверки осуществляет Роспотребнадзор, санэпидемстанция и транспортный отдел городской администрации. На многих предприятиях люди перешли на дистанционный метод работы, и эта мера значительно повлияла на пассажиропоток в автобусах. Предприятия у нас ушли на дистанционную работу, и в связи с этим было принято решение, и для того, чтобы у нас население ограничить, все-таки тоже немножко в поездках, да, сегодня у нас час пика как такового нету. Все на это жалуются у нас предприниматели. И час пик на сегодняшний день, расписание мы переделали. В час пик у нас остается время от 5 до 7 минут. А между часами пик, где-то часов с 11-10, у нас интервал немножко увеличен. Для тех же, кто продолжает пользоваться общественным транспортом, во всех автобусах размещена информация о вирусе COVID-19 и о мерах предосторожности, которые должны приниматься, чтобы вирус не распространялся. Уважаемые горожане, хотелось бы обратить ваше внимание, все-таки это у нас общественный транспорт, и хотелось бы, чтобы все в автобус заходили в масках. Не подвергайте риску себя и других людей, соблюдайте минимальные требования, заходя в общественный городской транспорт. И сколько бы ни проводились мероприятия по дезинфекции и уборке автобусов, наша с вами сознательность – вот главное оружие в противостоянии вирусу. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. А медучреждениям Якутска для борьбы с коронавирусом автобаза правительства республики передала свои машины. Об этом сообщил Айсен Николаев. В целом глава региона поручил передать в распоряжение столичных медиков 20 автомашин, обслуживающих парламент и правительство. Транспорт будет развозить не больных, а самих медицинских работников, которые из-за нехватки техники сегодня не успевают обслужить большое количество вызовов. Для первичного звена, то есть участковых врачей, нагрузка помимо сезонного прироста вирусной инфекции, заболеваемости вирусной инфекцией,
у нас в задаче первичного звена стало наблюдение за самоизолированными и людьми, которые находятся под домашним наблюдением. По горячим линиям и по телефонам для вызова участкового врача у нас регистрируется очень много на самом деле. И сейчас я могу с уверенностью сказать, что это увеличение составляет 2-3 раза больше, чем обычно. И мы считаем, что очень своевременная помощь нашего правительства в выделении 20 автомашин для первичного звена, которые занимаются развозом медицинского персонала по адресам. Тем временем в Якутске полным ходом продолжается строительство кардиососудистого центра. Напомню, строительство объекта началось в августе прошлого года, и на сегодняшний день его готовность чуть больше 10%. Ульяна Шагина сейчас находится на строительной площадке и готова рассказать о том, какие работы ведутся на сегодня. Уля, приветствую. Тебе слово. Добрый день, Сергей. Действительно, мы сейчас находимся на строительной площадке. Как мы видим, техника, краны и люди, все задействовано. Строительство идет полным ходом на сегодняшний день. Здесь возводится уже 6-й этаж из 8 возможных. Полная общая работа здесь составляет где-то примерно 11%. И о том, какая все-таки здесь работа проводится, что здесь именно делается, нам расскажет директор управления деятельностью Минздрава Республики Альберт Жирков. Альберт Максимович, добрый день. Расскажите, пожалуйста, какая работа на сегодняшний день здесь проводится? Добрый день. В соответствии с распоряжением правительства Республики Саха-Якутия здесь предусмотрен план работы и выделено средства федеральные 4,5 миллиарда. На сегодняшний день фирмой ОСТ заключен контракт в прошлом году на сумму 955 миллионов. На сегодняшний день каркас возводится, монолитно-каркасная работа. Второй этап контракта заключен 26 февраля на поставку, установку модульного котельной. В настоящее время ведутся установка свайного поля. Будет, в нашем объекте еще будет предусмотрен теплый переход для удобства наших пациентов. Ну и, конечно же, котельная, да, которая тоже параллельно строится. Да, котельная, вот контракт подписан фирмой 26 февраля этого года. Служба госзаказчика, ведутся установка свайного поля. Ну и второй большой республиканский объект, да, онкологический центр. На какой стадии сейчас находится его строительство? Да, на сегодняшний день у нас этот объект, онкодиспансер, с большим трудом выделены средства с федерального бюджета в пределах 5 миллиардов 811 миллионов. На сегодняшний день служба госзаказчика проводится конкурсная документация. Первый этап контракта подписываться будут до конца этого месяца. И с 1 апреля мы планируем провести там первый этап работы нашего объекта. Спасибо. Ну а если рассказать об этом объекте, напомню, его финансирование общее составляет 4,5 миллиарда рублей. Общая площадь составляет этого объекта более 15 тысяч квадратных метров. Здесь пациенты-сердечники смогут получать современную высокотехнологичную помощь. Кардиоцентр, конечно же, будет самым современным на Дальнем Востоке и откроет новые возможности для телемедицины. Ну и палаты. Здесь, конечно же, они будут одно- и двухместные. Предполагается, что здесь будет и телевидение, и интернет в палатах, и отдельный санузел. В общем, все для удобства пациентов. Ну и напомню, что кардиососудистые болезни сейчас в республике находятся на первом месте, и смертность от них тоже составляет примерно половину от общего числа. Только вдумайтесь в эти цифры, и при этом специалисты, конечно же, утверждают о том, что когда этот объект будет возведен, эти цифры сократятся чуть ли не вдвое. Уля, спасибо. Действительно важнейший объект. А я напомню, Ульяна Шагина в прямом эфире рассказала о строительстве кардиососудистого центра в Якутии.
С непростой историей обратились к нашим коллегам. 3 года назад несколько семей стали практически заложниками ситуации из-за нерадивого застройщика. Люди мечтали о новеньких уютных квартирах, вступили в долевое строительство и вложили немалые суммы. Но в итоге жилья не дождались, деньги вернуть не смогли. Подробности в сюжете. Вот купили квартиру на 7-м этаже, но в ней ни разу мы так и не были. Квартира на 7-м этаже, лоджия с французскими окнами, с которой полюбоваться видами города у Мирнинки уже не получится. А так хотелось. Татьяна Черкашина с супругом, запланировав 2-го ребенка, решили вступить в долевое строительство. Выложили 4,5 миллиона рублей. Сына успели выносить, родить, но компания несколько раз перенесла сроки сдачи дома. Настолько, что от сделки семья решила отказаться. В итоге двушки мечты нет, денег тоже. Были слезы отчаяния, конечно, переживания. Живем на пустырнике, можно сказать, потому что денег не возвращают уже сколько лет, сколько судов прошли, сколько волокиты. И с этой волокитой столкнулась не только Татьяна. Во дворе уже готовой новостройки ропщут на ситуацию еще 4 обманутых дольщика. Оказаться на их месте не пожелал бы никто. Не получив желаемых квартир, люди продолжают платить ипотеку. Плюс тратиться на съемное жилье. Вот последний перевод, вы не поверите, при том, что они, строймонтаж 2002 должен мне миллионы за стоимость квартиры, пришло 70 копеек по одному из переводу. То есть это на самом деле, господин Приходько, вы просто издеваетесь над нами и провоцируете нас, я даже не знаю на что. Застройщик отказывается с нами контактировать. Выйти на контакт с застройщиком пробовала и наша съемочная группа. На номер законного представителя звонили в течение недели. Вместо голоса юриста услышать удалось лишь гудки. Так что решили поступить по принципу «если гора не идет к Магомету». Пришли по адресу, где находится компания. Там ждал сюрприз. Неудивительно, что связаться с представителями местной фирмы нам так и не удалось. Они просто не появляются на работе. Доказательство тому – 30-сантиметровый слой снега, что лежит на ступенях у офиса. Чисто теоретически столько могло выпасть за день. Вот только в Мирном уже неделю не было снегопада. В том, что на этом история с обманутыми дольщиками не закончится, можно не сомневаться. Мы уже отправили официальный запрос в головной офис компании «Строймонтаж-2002». Посмотрим, что они ответят. Кристина Каширина, Роман Уларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». И в эти минуты начинается брифинг оперативного штаба Республики Саха-Якутия по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Уважаемые коллеги, перед тем, как сказать об итогах совещания оперативного штаба, я бы хотела непосредственно поздравить сегодня работников учреждений культуры. С Днем культуры таким достаточно сложное время, и работники культуры именно первые, кто встречает свой праздник в таких условиях ограничений, в которых мы попали впервые. Я думаю, что это ни в коем случае не должно омрачить ваш труд, ваше настроение. И уверена, что ваш вклад в борьбу с коронавирусом будет достаточно существенным. На настоящий момент мы вчера провели заседание оперативного штаба, на котором обсудили план действий очень четкий по исполнению указа главы Республики Саха-Якутия по самоизолированию, по домашнему карантину наших пожилых граждан. Несмотря на ситуацию, исходя из ситуации, которая сложилась сегодня в целом по разгулу, по сути дела уже по всей стране этой эпидемии, глава республики принял достаточно сложное решение. Оно связано с ограничением передвижения пожилых граждан, лиц, достигших возраста 65 лет. Да, действительно, с наиболее подверженной, уязвимой категорией являются лица старшего поколения. Это показывает и мировая практика, и то, что сегодня происходит в целом именно в борьбе с этим заболеванием. Поэтому наша задача – оградить пожилых граждан. Поэтому на настоящий момент принято решение об ограничении соответствующих для лиц, которые достигли возраста 65 лет. Всем, кто будет находиться на самоизоляции своего рода, будет оказываться соответствующая помощь через гериатрический центр. Соответствующие телефоны, они везде уже сегодня разосланы. Через управление соцзащиты Министерства труда, через волонтеров пенсионных, через волонтеров
непосредственно Министерство по делам молодежи. Уважаемые наши лица старшего поколения, я обращаюсь к вам в том числе как, прежде всего, к старшим сестрам, к старшим братьям, к матерям, к отцам, к дедам. Сегодня это важно для того, чтобы спасти в том числе ваше здоровье. Мы заботимся о вас. Поймите правильно эти действия. Конечно же, невозможно вообще быть самоизолированным постоянно. Да? Можно, конечно же, для себя внутренне понимать, что можно себе позволить, например, небольшую прогулку на свежем воздухе. Но только постарайтесь это делать тогда, когда на улице мало народу, когда происходит маленькое количество движений народа. Да? Просто-напросто ограничьте время своих небольших прогулок. А все, значит, непосредственно наши социальные услуги, они и дальше будут продолжать вам оказываться. Кроме того, я хочу обратить внимание, что второй частью указом главы Республики Саха-Якутия определена родительская ответственность за своих детей. На настоящий момент у нас все школы переведены на дистанционное образование. И, соответственно, дистанционное образование это не означает каникулы. Дистанционное образование это необходимо было как вынужденная мера прежде всего для того, чтобы также дети ограничили свое передвижение. В отличие от пожилых граждан, которые принимают решения сами, за детей отвечают родители. Поэтому, конечно же, мы обращаемся сегодня к родителям. Проследите, чтобы ваши дети не находились на улице. Проследите так, чтобы безопасность ваших детей, она сегодня в ваших руках. Проследите за своими детьми. Ограничьте их соответствующее нахождение на улице. Вот сегодня две позиции, которые на настоящий момент мы готовы разъяснить, объяснить и помочь. Кроме того, определенно все решения принимаются достаточно быстро. Вчера, значит, уже глава озвучил, что сегодня будут приняты решения и по ряду иных ограничений, и уже при наличии порядков и позиций к вечеру мы их вновь огласим. Пожалуйста. Председатель оперштаба Ольга Балабкина в прямом эфире озвучила последние меры по недопущению распространения COVID-19 в Якутии. Продолжаем нашу программу. Жительница Якутии, вернувшись домой, не обнаружила в квартире телевизор. О пропаже дорогостоящей техники потерпевшая сообщила в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кто стал подозреваемым, в обзоре чрезвычайных происшествий расскажет мой коллега Александр Хавренко. Александр, приветствую. Куда же делся телевизор? Приветствую, Сергей. Приятель сына потерпевший отнес технику в ломбард, чтобы продолжить совместное хмельное застолье. Теперь его ждет наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. В дежурную часть полиции по Мирнинскому району с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в ее отсутствие неизвестные похитили из квартиры телевизор стоимостью около 10 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 31-летний приятель сына заявительницы. В день происшествия к сыну потерпевшей пришли гости, с которыми он начал распивать спиртные напитки. Когда выпивка закончилась, а денег на покупку не оказалось, подозреваемый тайно вынес из квартиры плазменный телевизор и сбыл его за 3000 рублей. На вырученные деньги он купил продукты питания и алкоголь, после чего вернулся обратно к приятелям и продолжил застолье. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В суд направлено уголовное дело в отношении 2 жителей Якутска. Их обвиняют в приобретении и хранении наркотиков. В начале октября 2019 года один из обвиняемых попросил своего знакомого заказать ему через интернет наркотическое средство типа «Спайс» для личного потребления, которое после оплаты забрал в тайнике возле одного из домов по улице Аюнского. После изъятия закладки незаконно хранил наркотики при себе, однако был задержан сотрудниками полиции, а заказанный им наркотик был изъят. Действия молодого человека органами следствия квалифицированы как незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере, а действия его знакомого как пособничество в совершении этого преступления. За совершение данных преступлений действующее законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на сроком до 10 лет. Дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего старшего государственного инспектора Гостехнадзора. Он признан виновным
в покушении на получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и в служебном подлоге. Подсудимый изготовил для двоих граждан иностранных государств за взятку в размере 30 тысяч рублей российское удостоверение трактористов-машинистов без приема у них теоретического экзамена. В последующем по отработанной схеме им изготовлены еще 2 документа, но иностранные граждане отказались передавать ему взятку в размере 30 тысяч рублей в связи с тем, что в документах была допущена ошибка. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представительной власти на 3 года. Осужденный взят под стражу в зале суда. Еще одно дело о взятках в скором времени будет рассмотрено в суде Нюрбинского района. 26-летний житель района обвиняется в покушении на дачу взятки. Местная жительница, решив подзаработать, сообщила своему знакомому о возможности им получения водительского удостоверения категории «Б» без сдачи экзамена за взятку в размере 35 тысяч рублей. При этом женщина представителем органов внутренних дел не являлась, полномочия по выдаче водительского удостоверения не обладала, исполнить взятые свои обязательства не намеревалась. Таким образом, ввела мужчину в заблуждение. Обвиняемый, желая получить названный документ, осознавая, что передает взятку, отдал женщине 35 тысяч рублей. Умысел обвиняемого не доведен до конца по независимым от него обстоятельствам, поскольку злоумышленница не намеревалась передавать никому данную сумму за оформление удостоверения, а распорядилась деньгами по своему усмотрению. После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщина же за совершенное мошенничество уже была осуждена. В дежурную часть полиции города Нерюнгри обратился 19-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что из его квартиры похитили имущество на сумму почти 50 тысяч рублей. Следственной оперативной группой подозреваемый был установлен по горячим следам. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 20-летний безработный местный житель. В день происшествия подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взломал дверь квартиры потерпевшего, похитил оттуда музыкальный центр и ноутбук и скрылся. В настоящий момент похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Экстрадиция совладельца сгоревшего в 2018 году Кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского из Польши в Россию состоялась в Калининградской области. По данным следствия, обвиняемый был передан сотрудникам УФСИН России согласно решению министра юстиции Польши, принятому 10 марта. Вишневский будет помещен на 14-дневный карантин в один из следственных изоляторов Калининграда. Карантин также пройдут сотрудники службы и другие ведомств, контактировавших с обвиняемым при транспортировке. Вишневский обвиняется в даче взятки представительстве торгового центра. По данным следствия, совладелец «Зимней вишни» дал 7 миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. Несмотря на грубейшие нарушения противопожарной безопасности, Вишневский получил разрешение для ввода торгового центра в эксплуатацию. Позднее при пожаре в «Зимней вишне» погибло 60 человек. После происшествия Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте прошлого года его задержали на территории Польши. На данный момент всего по уголовному делу о гибели людей при пожаре в Кемеровском торговом центре к уголовной ответственности привлечены 15 человек. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Сергей, на этом у меня пока все. Александр, спасибо за информацию. А мы идем далее и переходим к мировым новостям. Олимпийские игры в Токио будут перенесены на 2021 год. Об этом сообщил Международный олимпийский комитет. Решение принято, чтобы защищать здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества от COVID-19. Олимпиада и Паралимпиада перенесены на год из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абе, а потом подтвердил и президент МОК Томас Бах. Согласно их договоренности, название игр «Токио-2020» останется прежним, несмотря на то, что мероприятие по факту состоится в 2021 году. Прежде всего, я в очередной раз в разговоре с Томасом Бахом подтвердил, что никакой отмены Олимпиады и Паралимпиады в Токио не будет. Мы, как хозяева игр, должны принимать во внимание текущую ситуацию. Атлеты со всего света должны получить возможность состязаться в наилучших условиях, а соревнования быть безопасными для зрителей. Поэтому я попросил рассмотреть возможность перенести мероприятие примерно на год. Еще до этого официального заявления стало понятно, если Олимпиаду не перенесут, она пройдет без представителей некоторых стран.
Австралия, Канада и Норвегия отказались отправлять своих спортсменов на игры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. США и Германия обратились к МОК с просьбой перенести состязания. Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Власти Японии оценивают стоимость подготовки к играм в $12,6 миллиарда. Новые даты турнира пока не объявлены. Борис Джонсон ввел в Великобритании жесткие карантинные меры. Жители королевства обязаны выходить на улицу только при крайней необходимости. В противном случае им грозит штраф. Насколько опустили улицы, расскажет Елена Островская. Настолько пустынными улицы Лондона и других британских городов не были со времен Второй мировой войны. Борис Джонсон ввел самые серьезные меры по ограничению передвижения жителей королевства за последние 70 с лишним лет. Причина – коронавирус. Британцам разрешено выходить на улицу только в случаях крайней необходимости. Таковыми будут считаться поход в магазин за покупками, одно занятие спортом в день, посещение врача и поездка на работу. Парки будут открыты, но в них запрещено собираться группами более 2 человек, если они не живут вместе. Нарушителей режима полиция будет штрафовать. Начиная с вечера этого дня, я вынужден дать народу Британии очень простую инструкцию. Вы должны оставаться дома. Потому что нам жизненно важно сделать так, чтобы коронавирус перестал распространяться от одного к другому. Вам не стоит встречаться с друзьями. Если кто-то из них предложит увидеться, отвечайте «нет». Кроме того, откажите в визите членам семьи, которые не живут с вами под одной крышей. Это заявление Борис Джонсон сделал в день, когда в Великобритании всего за сутки зарегистрировали более 800 случаев заражения COVID-19. Всего в королевстве по меньшей мере 6650 инфицированных. 335 из них умерли. При этом на минувших выходных, несмотря на советы врачей и властей, британцы, как ни в чем не бывало, вышли на массовые прогулки в парке. Некоторые не стали отменять даже традиционные для уикенда походы на цветочные базары. Благо погода к этому располагала. В воскресенье более 6000 врачей, работающих с зараженными коронавирусом, написали открытое письмо премьеру, заявив о скором истощении запасов хирургических масок. Из-за этого медики назвали себя пушечным мясом в войне с заразой. Теперь же, по словам Джонсона, для поставок им всего необходимого привлекут армию. Карантинные меры продлятся по меньшей мере 3 недели. Под запретом также свадебные церемонии и крещения. Исключение сделано для похорон. А жители Милана поделились своими мыслями о помощи, поступившей в Италию из-за рубежа. Они поблагодарили Россию, Китай и Кубу за оказанную поддержку и раскритиковали Евросоюз за его реакцию на вспышку коронавирусной инфекции. Многие из респондентов отметили, что помощь от Евросоюза почти полностью отсутствовала. Когда Германии или Франции нужна помощь, мы всегда готовы помочь им. Когда все наоборот, помощи не так уж много. Горожане поблагодарили не только Россию, Китай, Кубу, но и своих товарищей-итальянцев, которые остались в режиме самоизоляции для здоровья своих граждан. Для меня, да, это рука помощи, потому что Италия осталась одна. Поэтому для меня они поступили хорошо. Это правильно помогать друг другу в подобной ситуации. Мы тоже будем готовы помочь другим странам, когда возникнет такая необходимость. Помощь отсутствовала, когда Германии или Франции нужна помощь, мы всегда готовы помочь им. Когда все наоборот, помощи не так уж много. Мы должны быть благодарны как России, так и Китаю, Кубе и другим странам за пределами Евросоюза. После вспышки коронавируса КНР начинает возвращаться к обычной жизни. В Пекине на этой неделе открылись зоопарк и часть Великой Китайской стены. А в городе Ухань с 8 апреля будет снят карантин, рассказывает Артем Сторонов. Китай начинает возвращаться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса. В понедельник в Пекине снова открылся для посетителей зоопарк, который не работал почти 2 месяца. Желающим посмотреть на животных необходимо было приобрести билет как минимум за сутки. Народу внутри мало. Дирекция ограничила число посетителей до 30% от обычного. Кроме того, в зоопарке не работают рестораны и закрытые павильоны. Но столичных жителей это не смущает. Они рады тому, что властям удалось справиться со вспышкой заболевания.
Думаю, эпидемия уже под контролем. У тех, кто выходит на улицу, не должно быть никаких проблем. Почти все новые случаи завозные. После возвращения они попадут в карантин, а когда они выйдут из карантина, все будет в порядке. Во вторник посетители вернулись и на самую известную достопримечательность КНР – Великую Китайскую стену, которая была закрыта с конца января. Правда, и здесь действуют свои ограничения. Открыт лишь один, самый популярный у туристов участок стены – Бадалин. Чтобы попасть на него, нужно показать QR-код в специальном приложении. Это подтверждение того, что человек последние 2 недели не покидал Пекин. Максимальное число посетителей в сутки ограничено 20 000. Правда, в первый день после открытия сюда пришли не более 1000 человек. Сидеть дома просто ужасно, особенно так долго. Там было очень тесно. Сегодня я просто хотел прогуляться и хорошо провести время. И ребенка мы взяли. Именно об этом мы мечтали – расслабиться и выпустить пар. Власти города Ухань, где в декабре началась вспышка коронавирусной инфекции, объявили о том, что с 8 апреля с него будет снят карантин, введенный в конце января. Местные жители понемногу начинают возвращаться на работу, на заводы и в офисы. Уничтожить барьеры между книгами и читателями. Такую задачу перед собой поставили владельцы книжного магазина из Сиднея и придумали развозить товар бесплатно на велосипеде. Подробности у наших коллег. Книги – это замечательный способ путешествовать, оставаясь на одном месте, говорит Нерида Росс, курьер из Сиднея. В эти дни фраза стала как никогда актуальна, ведь в Австралии уже 10 дней действует режим самоизоляции из-за коронавируса. Магазин Глибукс, в котором работает девушка, решил не оставлять покупателей на карантине наедине с собой и предложил новую услугу – бесплатную велосипедную доставку книг до двери при заказе через интернет. Популярность сервиса превзошла все ожидания. Масса моих знакомых сейчас работают из дома и используют время, которое раньше тратили на дорогу до офиса, для чтения, общения или творчества. Некоторые занялись готовкой. Как по мне, так мы учимся жить по-новому, и чтение – большая часть этого процесса. Создатели сервиса все продумали. Нерида не контактирует с покупателями, а оставляет книгу в пакете на улице под дверью. Тем же, кто живет слишком далеко для велосипедной доставки, товар отправляют почтой по сниженному тарифу. Рассказывает один из авторов идеи, менеджер Глибукс Джеймс Росс. Мы решили придумать как можно более простой способ для людей получать книги, не подвергаясь какому-либо риску. Мы провели много часов, генерируя идеи, и решили, что главное – уничтожить все барьеры между нами и читателями. Магазин Глибукс в эти дни совершенно пуст. Но в ближайшее время ситуация для бизнеса может стать еще хуже. В Австралии, где количество зараженных коронавирусом перевалило за 2000, власти распорядились закрыть все торговые точки, кроме жизненно необходимых. Книжные лавки в перечень не вошли. Впрочем, в Глибукс надеются, что им удастся каким-то образом продолжить деятельность. Стимул для этого – отзывы, которые ежедневно получает Нерида. Люди, не выходя из дома через дверь, благодарят девушку за то, что она привозит им какой-то источник радости в это непростое время. Возвращаемся в Якутию и коротко расскажем о среднесуточной погоде в крупных городах нашей республики. В Алдане переменная облачность, ближе к вечеру возможен небольшой снег. Температура воздуха минус 8 градусов, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. В Ленске солнечно, похолодало до минус 10 градусов, небольшой юго-западный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столпа. Чуть холоднее в алмазной столице. Термометры покажут в среднем 11 градусов ниже нуля. В Мирном, как и в Ленске, пока солнечно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В столице Южной Якутии, Нерюнгри, метель. Идет снег, минус 5 градусов по Цельсию. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. Атмосферное давление 697 миллиметров ртутного столба. И немного холоднее в Якутске, в столице минус 10 градусов. Солнечно, ветер западный, умеренный 3 метра в секунду. Давление 756 миллиметров ртутного столба. К этому часу это все новости. Оставайтесь на Якутии 24.